слушатели вебинара. Тема сегодняшней нашей встречи – как рассказать ребенку, что он приемный. И буду ее вести я, педагог-психолог Лужикова Ирина Васильевна. Если будут вопросы, если есть вопросы, пишите в чате, постараюсь ответить. Ну, давайте начнем. Этот короткий вопрос, как рассказать ребенку, что он приемный, родители приемные задают на консультациях, на семинарах, в интернете. И, конечно же, за этим стоит страх. Страх за ребенка, страх за себя, за любовь, за ревность, за тот раздрайв, говорить или не говорить. А если говорить, то когда говорить. И это совершенно естественно, потому что не существует какого-то единого рецепта, универсального и для детей, и для взрослых, говорить или не говорить, и, соответственно, и время. Потому что разные семьи, разные дети, разные ситуации, тайное усыновление. Ну и его значение рассмотрим для замещающей семьи. Тайное усыновление существует с того момента, как впервые зародился институт усыновления. И в разных обществах к тайне усыновления отношение менялось. Изначально это было открытой процедурой, да? То есть никто ничего не скрывал. Более того, усыновленные дети, они общались и с кровными родителями, и с родственниками. Затем стал актуален подход к этому вопросу, и процедуру усыновления стали скрывать. Да? Считалось, что детям, которые якобы знают, что они усыновлены, будет сложнее адаптироваться в семье. Даже считалось, что неприличным и неестественным, что если, например, женщина не может иметь детей, вот данный факт, и это явился еще сюда же аргументом к тому же, что тайну необходимо сохранять. Так в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки многие десятилетия являлось нормой сохранения тайны усыновления. Тем временем процессы внутри семьи, да, вот все эти глубинные перемены в семьях, они все-таки дали о себе знать. То есть семья все меньше становилась просто ячейкой общества. Семья стала миром душевной близости, доверия, глубоких взаимоотношений. И утаивание неудобной правды, лицемерия, отчуждения среди членов семьи воспринималось уже не как норма, да, и становилось уже непереносимым для людей. Все больше родители не могли себе представить, что им придется годами лгать, да, близкому человеку, носить вот этот груз и каждый раз контролировать себя. Чувство было важнее и сильнее вот давления данного стереотипа о тайне. И приемные родители как могли, так и говорили об этом с детьми, да, и получалось, что говорили об их приемности, подбирая слова, придумывая образы, придумывая истории, чтобы ребенка не ранить, естественно. Да. Одновременно специалисты также стали рекомендовать, что не скрывать от ребенка истории его прихода в семью. Кроме того, прием ребенка в семью стал все больше восприниматься не как решение вопроса бездетности, да, а как помощь ребенку. Помощь ребенку в социализации, в самореализации, что это общественно значимое дело. Закон о сохранении тайны все еще существует, да, ну, то есть вот с 1962 года. В энциклопедическом словаре тайна раскрыта как скрываемая от других события, значимая информация, исключаемая из процесса общения. Ну и в связи с этим сам собой напрашивается вопрос, а от кого скрывать? Да? Для чего необходимо скрывать столь радостное и долгожданное событие, такое как появление в семье ребенка? Что касается закона об усыновлении, а это статья 139 Семейного кодекса, то там четко прописано: судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществляющие государственную регистрацию усыновления, также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Но в законе нет речи о том, что факт усыновления нужно скрывать от ребенка именно. Да? То есть надо понимать, что информацию об усыновлении скрывают прежде всего от биологических родителей, которые отказались, которые лишены прав,
А значит, ребенок имеет право знать всю имеющуюся информацию о своих биологических родителях, получать эту информацию, да, от соответствующих, соответственно, органов. Также следует помнить, что тайна усыновления, она касается только такой формы принятия ребенка в семью, как усыновление. Да, кстати, при усыновлении родители усыновленного по праву могут называться родителями, а в остальных формах, да, это опека и попечительство, это опекуны, да, ну, либо воспитатели. Ну и, соответственно, мы подошли к тому вопросу, когда и как рассказать ребенку о том, что он приемный. Ну и так начнем с самого раннего возраста, от 0 до 2-3 лет. Что же можно сказать такому маленькому ребенку, как ему сообщить, да, вот то самое главное. И тогда вопрос второй, а зачем это делать? И этот вопрос уместен. Для детей такого возраста абсолютно не имеет значения, как он появился в этой семье. Так как для него гораздо важнее ощущать, что родители его любят, принимают, и что с ним не связано никаких событий, которые бы вызвали у родителей чувство неловкости. Такие вещи дети, особенно маленькие, очень хорошо чувствуют. В силу такого маленького возраста ребенок еще не способен воспринимать информацию о своем появлении в семье. И поэтому рассказывать что-то пока просто нет смысла. Но здесь будет ниже рассказано о таком приеме, о таком создании, как книга жизни. И как раз-таки вот малышу показывать фотографии, там рисунки какие-то его из книги жизни, как раз-таки это вот такой хороший задел, который может пригодиться, когда ребенок захочет узнать подробности о происхождении. То есть можно будет смотреть вот в этот момент от 0 до 2-3 лет как раз-таки вот эту книгу жизни. В дошкольном возрасте часто дети задают вопрос: мама, а откуда я появился? И вот как раз с этого момента можно начинать беседу с ребенком о том, откуда он появился в нашей семье. Обычно это возраст 4-5 лет. Что самое главное для этого возраста? Ну, во-первых, рассказывать нужно так, чтобы ребенок смог воспринять эту информацию, да, согласно возрасту. Ну, для ребенка 3-5 лет, к примеру, вот такая информация, как я сейчас вот донесу, будет достаточно. Так, пример. Мы с папой очень любим друг друга, но долгое время у нас не рождался маленький ребеночек. И тогда мы решили, что пойдем в домик, где живут маленькие детки, и возьмем к себе дочку или сыночка. Когда увидели тебя, ну, там, к примеру, там, Костя, Анечка, да, ты нам очень понравилась. И мы с папой решили, что теперь мы будем втроем, всегда вместе. Для ребенка 3-5 лет вот такой информации, да, а это своеобразная какая сказка для него, история, вполне достаточно. Если же ребенок спрашивает что-то еще дополнительно, да, вопрос, что говорить. Да, дети дошкольного возраста, они задают много вопросов. И важно именно ответить ребенку, да, то есть не пропускать это мимо, хоть и родитель, да, у него, возможно, страх по поводу, а вдруг он узнает чего-то большее, да, а вдруг он узнает и перестанет нас любить, да, и так далее. Ничего подобного, это просто интерес, потому что возраст 4-5 лет – это возраст почемучек, да, возраст как раз, когда ребенок задает много вопросов. То есть мы отвечаем на вопросы, но, соответственно, возрасту. Обращать внимание на то, чтобы был соблюден обязательно баланс. Баланс между реалистичностью истории ребенка и желанием эту историю сделать сладкой и позитивной. Да, то есть ни в другую, ни в эту, ни в другую сторону не должен быть перевес. Важно еще понимать, чтобы рассказанную историю ребенок принял адекватно. А проверить это можно, обратив внимание именно на то, как ребенок сам рассказывает эту историю. То есть мы просим его повторить, рассказать, как он понял эту новую, да, сказку, историю, которую услышал впервые. Итак, мы поняли, что один из приемов – это сказка. Да, то есть один из самых безопасных способов сообщения ребенку о том, что он приемный. С 3 лет, да, примерно, мы начинаем рассказывать сами сказки, либо находим уже готовые сказки о том, как ребенок, да, приходит в семью. Здесь же можем использовать и мультфильмы, и фильмы, да, с этой же тематикой. Ну, к примеру, те же мультики, например, «Лунтик», «Кунг-фу панда», да, где
как раз-таки панда является усыновленным ребенком, а здесь же Лунтик является тоже усыновленным ребенком, да, у семьи пчел. И просмотр вот этого фильма или мультфильма как раз-таки будет способствовать и беседе дальнейшем, и, возможно, вопросов от ребенка, от родителей также, да, здесь может быть много сказано ребенку, а именно обсуждение вот этого вопроса будет хорошо тем, что ребенок узнает, во-первых, о таких понятиях, как усыновление, да, о том, что есть детский дом, о том, что есть приемные дети. Ну, даже вот такими понятиями уже можно даже с ребенком 4-5 лет разговаривать. То есть, обдумывая вот какие-то вот эти вопросы вместе, ребенок, возможно, будет примерять на себя вот эти вот роли, да, роль приемного ребенка. И причем здесь самое главное, что это будет добровольно. То есть он сам, да, как будто бы захотел во всем этом побывать, потому что это же все-таки мультфильм, а когда дети смотрят мультфильм, всегда герои, главные герои, они стараются на себе примерить, да, их состояние, их эмоциональная составляющая, поведение, соответственно, конечно. Лучше, если родители придумывают сказку, естественно, сами для своего будущего ребенка. Сказка может быть не основным методом, так как сообщить ребенку, что он приемным, может быть лишь только поводом, да, для той беседы, которая в дальнейшем должна быть обязательно. Но, естественно, беседа должна быть ребенку актуальна в силу возраста, да, ну и психологических особенностей, естественно, потому что не всю информацию ребенок может, например, воспринять в 3 года, в 5 лет, в 7, да, в 10, то есть это все должно быть дозировано и, естественно, относительно возможностей ребенка, его умственных способностей, его развития ему предложено. Ну, естественно, в беседе с ребенком мы используем только позитивные, да, окрашенные слова, выражения, не очерняем его прошлого, не говорим, что это все было плохо, это нужно забыть, потому что ребенок это все примеряет на себе. Разговор с ребенком об усыновлении недостаточно единожды только провести. Естественно, ребенок будет говорить всегда: давай еще раз об этом, а давай опять. И мы возвращаемся к этому много раз. Это не значит, что он чего-то недопонял или чего-то так, вы рассказываете, там, как родители плохо, или что-то он чувствует, что что-то утаивает. Нет, это особенность как раз-таки ребенка дошкольного возраста, когда ему одну и ту же информацию для того, чтобы усвоить, для того, чтобы эмоционально проникнуться, для того, чтобы, возможно, что-то отработать, какую-то свою травматическую, да, составляющую, он просит 1, 2, 3 и так далее, до 10 раз это слышать. Первый аспект, связанный с темой усыновления, который можно и нужно обсуждать с ребенком, это разные пути появления ребенка в семье. О том, что бывает так, что ребенок рождает одна женщина, а воспитывает совсем другие родители. И это нормальный и вполне достойный способ прибавления в семье. Да? Ну, то есть мы говорим с ребенком о том, что не всегда ребенок рождается, да, вот именно и появляется в семье от кровных родителей. Кроме того, в процессе таких обсуждений ребенок узнает, да, ну я вот это как говорила, что ребенок остался без мамы, с такими темами встречается, как детский дом, поскольку ребенок может вполне, например, по названию только счесть это как детский клуб, детский сад, и поэтому стоит посмотреть с ребенком. И фильмы иногда есть, да, про детский дом. Может быть, если в вашем городе, в вашем населенном пункте есть детский дом, то сходить к этому детскому дому, рассказать, да, ребенку о том, что вот этот детский дом, где живут детки. Да. Итак, не стоит представлять биологических родителей только в негативном свете, да, как я уже говорила, даже если это очень тяжело сдерживать родителю эмоционально. То есть эмоции под контролем, сдержанно, перебороть себя. То есть все это к чему? К тому, что ребенок не должен ощущать себя плохим. Но не стоит представлять биологических родителей в слишком радужном свете, да? Ведь тогда, послушав о том, что родители были замечательными, его любили, да, он не сможет понять, а почему тогда они от него отказались, почему они его оставили. Кроме того, если его биологические родители были любящими, то зачем, да, оставили его, и не произойдет ли это то же самое в приемной семье?
То есть здесь тоже должен быть такой баланс, да? То есть не слишком мы это со знаком плюс, да, радостным и таким счастливым описываем это событие. Но, естественно, не очерняем до такой степени, чтобы ребенок понял, что все плохо и я плохой. Ну, второе. Объясняя, почему мы выбрали именно его, не следует говорить ребенку, что, например, усыновили, потому что он был самым лучшим ребенком. Да? В этом случае ребенок будет чувствовать себя, ну, во-первых, это чувство какой-то обязанности, что нужно быть идеальным, например. То есть, если я не буду идеальным, то вдруг меня родители опять вернут. То есть, выбирая слова для ребенка, мы все-таки должны это как-то осознанно к этому подходить и, соответственно, как бы немножко контролируя вот собственную беседу. Кроме того, ребенку дошкольного возраста свойственна эгоцентричность, да, мышления. И поэтому все, что вокруг него происходит, он всегда связывает только с собой. Да. Все, что с ним было связано, все вот эти действия взрослых, естественно, он только на себя направляет. И тоже нужно быть по этому поводу очень аккуратным. В рассказе, почему он оказался в детском доме, очень важно давать объяснение произошедшего, да, и если этого не делать, то почти наверняка ребенок объяснит это себе сам, естественно, с отрицательной стороны. То есть меня бросили, меня оставили, потому что я был плохим и так далее, не слушался и так далее, и так далее. То есть и эти переживания, они могут привести у ребенка и к страхам, и к тревоге того, что он может потерять новую семью, и поэтому для усыновленных детей может оказаться даже шоком поход в детский сад или в школу. Да? Ну, то есть это идет прямая такая ассоциация с детским домом. И поэтому, естественно, родителям нужно на это обращать внимание. И если, например, родители не могут объяснить для ребенка и ни его поведение, да, ни собственные слова для него не являются достоверными, так сказать, да, которые бы его успокоили, то, естественно, в этом случае обязательно нужно обратиться к специалисту, ну, чтобы не усугубить ситуацию, естественно. Что касается школьников, итак, мы разобрали с вами дошкольный возраст, да, что примерно в 4 года, когда ребенок начинает задавать вопросы, откуда я появился, это как раз тот пусковой механизм, когда мы можем уже начинать рассказывать в форме сказок, мультфильмов, сказок, историй, зарисовывать, записывать, да, ту историю ребенка, которая с ним была. Да, не очерняя, не слишком, так сказать, это приукрашивая, ближе к реальности, так сказать. Дети 7 лет. Определяющим моментом здесь является то, что ребенок уже может осознать свою историю, да, и ему важно здесь в этом возрасте осознать чувства, а именно, какие он испытывает к приемным родителям и чувства, которые он осознает по отношению именно к биологическим родителям. И здесь родителям важно, если ребенок, например, уловить следующее, что если ребенок не задает никаких вопросов о своем происхождении, то это не значит, что он счастлив и не интересуется, да, ничем. Ему это вообще не интересно. Скорее обратное. Его настолько, может быть, тревожит этот вопрос, что он просто боится и стесняется. А может и просто не полностью доверяет родителям, поэтому не задает этих вопросов. Важно ребенку дать понять, что он может вам доверять, да, и вы готовы с ним говорить об этом происхождении, о его происхождении. То есть родители как бы уже искусственно должны создавать, может быть, да, вот такую ситуацию, посмотрев мультфильм, да, посмотрев какой-то фильм с ребенком, то есть как бы почву эту уже создавать и какими-то, может быть, вопросами, какими-то рассуждениями мы как будто бы ребенку даем понять, что здесь, в нашей семье, мы разрешаем быть тебе самим собой. Ну, это вот так сказать, между строк, да. И, возможно, такие вопросы и обсуждения даже не стоит специально, да, как-то создавать, а это тоже должно быть вот так, между прочим, так сказать. Да. Не следует ребенка заставлять говорить, да, на эту тему. Важно дать ему понять о том, что обсуждать мы с тобой готовы в любое время. Важно ребенка, вот смотрите, 7 лет, да, это как раз таки 7, 8, 9, то время, когда
ребенок, как сказать, подготовительный этап у него наступает к подростничеству. И именно в чем здесь заключается трудность, да, вот подростковый возраст, 7, 8, 9 лет, это как раз подготовка. То есть создать предпосылки для правильной идентификации ребенка, для того, что сказанное взрослым не воспринималось им в штыки. Да. На этом же этапе еще раз, да, то есть, да, как бы вот мы как будто бы его подталкиваем к этому, что да, у каждого человека есть прошлое, он имеет право знать это прошлое. И зная прошлое, человек более уверенным, что ли, да, более уверенно себя ведет, он спокоен, он может об этом спокойно разговаривать. Да? Ну, то есть как бы такого рода разговоры, они должны быть до подросткового возраста желательно. Подросток же, да, 11-16 лет, этот этап трудный как для кровных, так и для усыновленных. Как для детей, да, так и для родителей. Ну и для приемных родителей, естественно. И если же ребенок именно в подростковом возрасте узнает, что он приемный, узнает о своем происхождении, ну вот как говорят специалисты, да, что это возраст самый трудный, самый опасный именно вот для этого. И он сложен здесь именно для самого подростка, потому что в этом возрасте ребенок приобретает независимость, да? То есть он хочет все сам, примерить на себя сам, узнать, а как для него, а как сможет, не сможет, а что у него будет, а кто из него вырастет, да? Ну, то есть вот такие вопросы задает. Это возраст, когда он обретает идентичность. Кто я, кто мои родственники, на кого я похож, а как это у меня выражено. Ну, то есть обе эти задачи, они непросты. И для обычного подростка, не имеющего опыта потери семьи, они сложны. А представляете, если это ребенок приемный, да, то есть ему вроде бы и вот эта история в приемной семье тоже является, возможно, нелегкой, да, здесь и сейчас, когда в подростковом возрасте как раз-таки вот эти все взрывы эмоциональные и так далее. А если же еще и вот эта история с его прошлым открывается только сейчас на этом этапе, то здесь, ну, возможно, самые неблагоприятные, возможно, да, ситуации во взаимоотношениях с приемными родителями. Приемный ребенок, он одновременно и хочет этой независимости, и боится ее. Он хочет найти свои корни, свою биологическую семью и очень страшится этого. Ему сложно осознать, что он не может это контролировать, да, что с ним вот это все происходило, потому что желание контролировать тоже как раз-таки возникает вот здесь, в подростковом возрасте. И родителям, естественно, необходимо позволить ему самому решать какие-то безвредные для него вопросы, да, такие элементарные, как возможность определять свой стиль, да, в поведении, в одежде. Ну, в поведении понятно, здесь все равно нужен контроль. Ну, хотя бы в внешнем виде, в выборе друзей, прически, одежды, да. То есть независимость какая-то должна быть все равно. Потому что это возраст, когда ребенок, приобретая эту независимость, в дальнейшем как бы строит вот свою жизнь относительно того, чтобы когда я сам выбираю, да, я сам знаю, как поступить, я сам хочу это попробовать. И если мы каждый раз будем выстраивать какие-то жесткие границы и говорить только как надо, а не выслушивать, то, ну, что говорить уже тогда о самостоятельности, которую всегда родители хотят видеть в своих детях. А здесь вот такое двойственное отношение ребенка появляется к своим биологическим родителям, и оно, ну, двойственно имеется в виду, что они вроде бы и есть, и это хорошо, но с другой стороны они меня бросили, и почему это так получилось, что не так, да? Вот эта злость по отношению к родителям, она может перейти и на злость к приемным родителям. И иногда это проявляется даже в очень резкой форме. Что самое главное? Естественно, что родителям нужно это поведение понимать не как какое-то однозначное, да, на свой счет направленное, и отвечать агрессией на агрессию, а именно понимать со стороны ребенка, то есть встать на сторону ребенка и, можно сказать, прочувствовать это, что да, сейчас происходит вот этот раздрайв, ему сейчас плохо так, как никогда.
и, соответственно, дать возможность выплеснуть эту агрессию, да, то есть, чтобы ребенок выплеснул, сказал, проговорился, и родители, естественно, спокойно, без эмоций принимают это, проговаривают это, да, разделяют это с ребенком. Ну и, естественно, как-то стараются помочь, то есть предлагают ему помощь. Я понимаю, я хочу тебе помочь, давай вместе попробуем. А как ты думаешь? То есть всячески поддержка должна быть, исходить от родителей в большей степени, естественно, именно вот в этом возрасте. Если ребенок вдруг узнает о том, что он приемный в подростковом возрасте. Ребенок, узнавший о том, что он не родной, оказывается в сложной ситуации. То есть он не может построить свою идентичность, да, так как вот эта история своей жизни, он ее, может быть, не помнит. И история принимающей семьи – это вторая составляющая, да, то есть такие две параллельные, получается, жизни, две параллельные жизни, которые вот слились. И это происходит из-за того, что как раз-таки вот максимализм, он не дает ребенку признать факт своего происхождения и историю своей жизни в приемной семье. То есть в подростковом возрасте максимализм вот это, что все должно быть идеально, да, все должно быть максимально хорошо, не дает ребенку вот этот раздрайв прийти, так сказать, в состояние покоя и приобрести вот это уверенность какую-то, да, в собственном будущем и в собственном настоящем, можно так сказать. Узнав от родителей, что он приемный ребенок, ребенок решится, ну, самую крайность сейчас произнесу, что может пойти на суицид ребенок. К сожалению, это может быть. И поэтому, конечно, здесь контроль должен быть в большей степени, да, если вы решили, что в подростковом возрасте вы будете ребенку говорить о том, что он приемный. То есть за ребенком здесь необходим тогда глаз да глаз, да, то есть много разговаривать, доверять, разрешать, при этом контролировать, выстраивать беседы в эмоционально спокойном тоне, разрешать выговариваться ему самому, да, и это должно быть много раз, постоянно, и, естественно, родительский контроль всегда на чеку, 24 часа. Ребенок может решиться идти на поиски своих биологических родителей. Не стоит препятствовать приемным родителям этому. То есть его отговаривать, договорить нет и так далее. Все это бесполезно. В этой ситуации задача родителей будет подготовка ребенка к возможной встрече, да, к тому, что прием может быть не лучшим, что формирование осознания чувства защищенности в семье, в приемной именно, вот родители в этом случае должны создавать здесь и сейчас в большей степени, да, что мы тебя защитим, мы то место, где всегда безопасно, и, естественно, мы твоя семья, то есть ощущение себя частью вот этой, да, новой семьи, приемной семьи. Не стоит родителям самим в этом случае инициировать эти поиски. Да? Важно, чтобы эта инициатива все-таки исходила от ребенка. И это связано прежде всего тем, что повзрослевший подросток, он должен быть морально готов к тому, что поиски может привести к неприятным последствиям. Что биологические родители могут не захотеть принять, да, вот это неожиданно появившегося сына, дочь, и как раз-таки они могут быть еще раз отказаться от него, что, да, опять-таки это травматично. И в этой ситуации задача именно родителей, опять-таки, подготовить ребенка к возможной встрече, что может быть и так, что может быть вот так, да, то есть много-много-много разговаривать с ребенком, то есть такую безопасную подушку создавать. Ну, давайте здесь подведем такой небольшой подытог, да, подростковый возраст. Итак, важно, чтобы ребенок узнал, во-первых, как можно раньше. Во-вторых, если подросток решится на поиски биологических родителей, их не стоит отговаривать, да, то есть говорить, морально готовить его и быть рядом, так сказать, на расстоянии звонка. Ну и в-третьих, соблюдать, естественно, разумный баланс между дозволенным и недозволенным. То есть не стоит подростка перегружать какими-то запретами, ограничениями, с другой стороны, не нужно и отказываться от них полностью, да, то есть давать какую-то ему самостоятельность. Ну и живя в семье,
всегда в семье есть и запреты, и ограничения, и какая-то дозволенность. То есть это количество, оно, когда вот этот баланс соблюден, можно и нельзя. И когда родитель для себя тоже этот баланс соблюдает, вот это и есть создает для ребенка чувство безопасности, чувство защищенности и возможностью чувствовать себя частью семьи. Именно, то есть, да, вот этот баланс. Можно, нельзя, надо, хочу, запрет и разрешение. Потому что ребенку нужен и запрет, и разрешение. Нужен и контроль. Нужна и самостоятельность. И поэтому, когда вот этот перевес мы какую-то одну сторону делаем, это всегда будет в минус детско-родительским отношениям. Ну и, соответственно, так немножко, да, заглядываем в зону ближайшего развития ребенка, о том, если, например, это приемный ребенок, мы не забываем, что здесь ребенок может быть отставать в развитии. И поэтому ту информацию, которую мы хотим ему сообщить в том или ином возрасте, да, я уже говорила, что соответственно возрасту мы должны говорить ребенку информацию о том, что он прием. Информация должна быть согласно возрасту. То есть мы не будем говорить например, 3-летнему, 4-летнему ребенку о том, что да, вот твоя мама была алкогольно зависимой, она тебя оставляла одного, ты оставался вне безопасности. Да? То есть эту информацию мы можем говорить только уже ребенку, например, 9 лет, да, 10 лет. А уже какие-то подробности, ну, можно так сказать, его самую реалистичную историю мы можем предложить ребенку лишь к 12 годам. Да? То есть ребенок к 12 годам имеет право знать всю свою историю. Ну, потому что это тот возраст взрослости, когда ребенок просто-напросто всю эту свою жизненную историю будет тогда искать сам. Да? То есть где-то через интернет, через каких-то знакомых, через каких-то своих, возможно, родственников дальних, если он их знает. Он будет этого желать, хотеть. Поэтому, естественно, чтобы было в семье, так сказать, спокойствие, умиротворение, да, чтобы не было вот этого дамоклового меча, не висело над родителями, что они что-то не договорили и что-то не досказали. Все-таки в голове держать, что в 12 лет ребенок имеет право знать свою предысторию. Самое главное в формировании истории ребенка, то есть это все, что строится, да, все наши отношения с ребенком, они всегда должны строиться на доверительных отношениях. С каждым годом, с каждым, так сказать, да, и днем можно это делать, то есть увеличивать чувство безопасности в отношениях с ребенком. Помогать ребенку в формировании его истории. А именно, к чему это я все? То есть начинайте разговор первыми. Да? Это касаемо того, что когда начинать, да, вот это с 4-летнего возраста я обозначила. Не лгите ребенку. Доносите информацию в зависимости от развития. Позвольте ребенку выражать злость, да? Но сами при этом не злитесь. Лучше спрашивать у ребенка, чем рассказывать за него. Ребенок всегда знает больше. Почему? Ну, вот я такое сейчас проговорила. Потому что телесная память, она самая долговечная, да, то есть ребенок все равно телесно, на уровне бессознательного, это все у него запечатлелось. Но он это не может проговорить. Но своим поведением, да, своими, возможно, какими-то эмоциональными вспышками, он это как раз-таки и показывает окружающим. Не навязывать оценочное суждение, да, говорить, что это плохо, ты сейчас говоришь не то, что думаешь, не то, что ты вообще знаешь. Это опять к тому же, что ребенок знает больше. Не нужно сглаживать боль потери. То есть там, давай мы сейчас об этом не будем говорить, так как это тебе будет опять больно, ты опять будешь плакать. Нет. То есть чем больше мы разговариваем с ребенком о том, что его, может быть, ранит, о том, что его хочется об этом говорить много, но при этом эта история, к примеру, ну, такая не очень хорошая, но ребенок об этом хочет говорить, родитель не должен запрещать. Чем больше ребенок говорит то, что его беспокоит, тем более терапевтично для него.
еще один такой аспект разговора с ребенком об усыновлении – это подготовка его к тому, что он мог сам говорить об этом, да, то есть когда его спрашивают, да, кто-то, например, окружающие люди, чтобы он сам мог отвечать на вопросы о своем происхождении, для того, чтобы ребенок мог справиться с этой задачей. Но, естественно, он должен увидеть, что отвечать на вопросы о его усыновлении, о том, как он пришел в семью, должны, во-первых, это родители, то есть не испытывая чувство вины, чувство стыда, чувство неловкости. И когда родитель спокойно об этом говорит, то, соответственно, и ребенок чувствует, что эта информация, она без какого-то двойного дна, вот так можно сказать. Да? Ребенок должен знать, что в том, что он был принят в семью не из постыдного, что такое бывает и есть, что есть такие семьи, да, в которых дети появились таким образом, так сказать, в их семьях. Если же кто-то задает ему вопрос, на который он не может ответить, или он не удовлетворен своим собственным ответом, естественно, с ребенком нужно говорить, да, попробовать вместе найти какие-то подходящие слова, какое-то правильное объяснение, и, соответственно, это поможет не только решить текущую ситуацию, но и послужит каким-то, да, таким тренингом на будущее, что ли, да. К чему это я? Очень часто, когда родители, к примеру, умалчивают о том, что ребенок в приемной семье, бывает такое, и чаще всего это такое бывает, что в школе добрые друзья, естественно, начинают ребенка травмировать, да, вот задавая вопросы, что-то ему говорят, то, чего родители не сказали, да, и, соответственно, с этим ребенок приходит в семью. И внутренне, так сказать, да, вот эта тревожность, она растет, она с каждым днем растет у ребенка, потому что очень часто специалисты, да, которые изучали приемных детей, которые наблюдали за детьми, да, приемными, их поведением, вывели следующее, что приемный ребенок, он не может объяснить, он не знает, да, что, например, у него есть другая семья, но на уровне какого-то чувства, да, он на уровне своего вот этих каких-то поведенческих реакций, он усваивает, да, каких-то вот таких на уровне эмоций родителей, да, на уровне вот этих поведенческих каких-то родительских взаимоотношений внутри семьи, что есть что-то, что не договаривают. Есть какая-то еще предыстория моей жизни, которую я не знаю, но чувствую на каком-то уровне. И вот это не дает как будто бы ребенку быть самим собой, да, быть уверенным, быть включенным вот в эту, да, социальную систему взаимоотношений, как внутри семьи, так и в социуме. И поэтому в семье, где приемный ребенок знает свою историю, отношения гораздо доверительнее, да, гораздо крепче. И когда он выходит уже в социум, и его начинают, например, кто-то подначивать, что ты ж приемный, ты что, не знаешь, что ли? Или а что это ты не знал о том, что твои родители, это не твои родители? И ребенок, знающий о том, что да, действительно, он был принят в эту семью, и об этом родители говорят спокойно дома, он также спокойно и отвечает сверстникам, да, что да, я приемный, что я люблю своих родителей. Какие-то еще вопросы есть по поводу этого? То есть дети наученные, да, уже и отвечать каким образом, и примерив на себе вот эту роль приемного ребенка, и уже отработав с родителями все, так сказать, да, возможные вот сценарии, которые, возможно, встретятся в его жизни, да, когда будут ему какие-то встречные вопросы задавать, он гораздо и увереннее, и спокойнее, и, так сказать, без тревоги идет на контакт. Один из способов раскрытия тайны усыновления может стать, вот как раз-таки, как я проговорила в самом начале, это книга жизни. Что она подразумевает?
эта книга жизни ведут родители, ну, начиная примерно от 3 лет. Ну, какими принципами здесь следует, да, какими правилами следует пользоваться. Во-первых, приоритет позитива. То есть позитивная ресурсная информация представляется в материализованной форме и максимально подробно. Травмирующая же информация, напротив, сдержана, используя какие-то конкретные формулировки в виде ссылок, да, на какие-то объективные источники. Ну, к примеру, ребенку цитируется документ, который, например, копия документа какая-то там приложена, что, по словам врачей, причиной смерти матери были, например, побои в семье. Ну вот, то есть, и ребенок понимает, что взрослые говорят ему не свои соображения, а какую-то информацию официальную. И поэтому работа с чувствами по поводу этой информации, она проводится уже отдельно, да, например, там, со специалистом, на каких-то специальных сетях. И ребенок впоследствии, возвращаясь уже опять вот к этим негативным событиям, он выражает свои чувства к ним рисунками, наклейками и так далее, и так далее. Но, естественно, в 3 года мы не говорим об этом. Это я сейчас в целом говорю про данную книгу, да, про тот прием, который возможно использовать. Здесь должна быть опора на факты, то есть источники информации, а именно какие-то географические данные, то есть карта, адрес, пейзаж, какие-то биометрические данные ребенка, да, его, может быть, родителей, фотографии самого ребенка, рисунки его, поделки, все, что касается значимых людей, тоже фотографии, словесное описание, значимые для ребенка там какие-то положительные его высказывания, описание значимых событий, перечисление его достижений, талантов, способностей, умений, история его семьи, как факты, так и отношения ребенка к ним. То есть все по максимуму в этой книге необходимо отражать. Да? То есть что-то вы проговорили с ребенком, посмотрели какой-то фильм, что-то там нарисовали, где-то что-то увидели для ребенка, это какой-то отклик, да, вызвал. Тут же, значит, нарисовали, проговорили, как говорится, обыграли, возможно, и зафиксировали это в книге, как раз-таки вот жизни ребенка сюда вклеили, подписали, да, так сказать. Здесь же должен быть принцип последовательности, то есть информация должна располагаться в хронологическом порядке. То есть, то есть если ребенок, например, может не хотеть касаться каких-то событий прямо здесь и сейчас, и хочет, например, отдавать предпочтение каким-то другим, да, частям своей жизни, то пожалуйста, но обязательно, чтобы была какая-то хронология. И, естественно, не хочет сейчас он, например, касаться вот этого участка своей истории, да, соответственно, перелистывает, не желает туда. Естественно, мы не подначиваем, мы предлагаем, то есть получается, что ребенок пока еще просто не готов, чтобы разговаривать, или он еще не понимает этого, или же он недостаточно осведомлен, вот так можно, да, сказать. И поэтому задача взрослых располагать информацию в этом альбоме все-таки от появления ребенка, да, возможно, даже от того, когда вы еще только стали его искать, захотели ребенка принять в семью, да, с самого-самого начала. И это как раз-таки вот эта хронология и будет являться в альбоме, ну, так сказать, правильной, что ли, да, этот принцип последовательности. Принцип собственности. Взрослый инициирует работу с книгой жизни и обеспечивает восстановление хронологии. Также сопереживает событиям, но право собственности на книгу имеет только ребенок, а именно в декорировании книги, в хранении ее, да, даже, то есть где он хочет ее держать, хранить там, да, это только принадлежит, естественно, ребенку. Естественно, книга жизни создается для ребенка, значит, она должна быть такой, какой он хочет, да, не то, чтобы там родитель пошел в какой-то магазин, там, салон и так далее, ее отдекорировали, да, и так далее, и так далее. Нет. То есть мы спрашиваем у ребенка, либо с ним согласуем это. Если это не по нраву взрослым, взрослому только хочет ребенок сейчас, например, да, в этой книге, там, каракули, например, все зачеркать, все это сделать, то, соответственно, мы разговариваем с ребенком, но даем ему возможность это сделать. В этих случаях ребенок в порыве чувств, например, может повреждать эту книгу, да, и тогда этот факт также заносится сюда, да, ну, то есть, соответственно, что
комментарий, например, что у тебя, там, у Сережи были такие сильные переживания по поводу своей жизни, да, и так далее, и так далее. Он испытал сильный гнев, сделал то-то, 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 вот. Ну и, естественно, на всякий случай там отсканировать тот лист или отсканировать и сделать копию заранее, как было, например, да, а потом вот эти повреждения. То есть в связи с чем? Естественно, ребенок, который травмированный, он может к тому возрасту не понять, не принять тот отрывок своей жизни, который был у него. И вот таким образом, да, агрессивно, так сказать, воздействовать. Но это тоже терапевтично, это тоже отрезок его жизни, он имеет право, ну, вот таким образом действовать, так сказать. Для взрослых помнить необходимо, что книга жизни, вот, да, вот этот способ, так сказать, опять-таки, формировать историю ребенка, это такой же автопортрет, это такая же фотография ребенка, да, и когда ребенок начинает рвать свою вот эту книгу, да, рвать свои фотографии, это не говорит о том, что он сейчас там плохо к себе относится, да, а вот эта аутоагрессия, да, как раз-таки является присвоенной реакцией, да, на отвержение его, да, возможно, на какую-то обиду на чего-то, на жизнь, там, на родителей и так далее. То есть, и с этим тоже нужно родителям соглашаться, да, но соглашаться и при этом, естественно, работать над этим, узнавать, что происходит, дать возможность высказываться. И поэтому, когда родитель, например, не справляется, да, с ребенком, то есть у ребенка постоянно одни и те же реакции, одни и те же слова, да, например, лучше бы меня вообще не было, да, и так далее, то, естественно, лучше обращаться к специалистам. За любой такой вспышкой эмоциональной, да, словесной, естественно, стоит потребность в утешении, потребность в успокоении ребенка, то есть убедите меня в обратном. Вот что стоит, да, то есть за этим криком, за этими эмоциями. То есть ребенок таким образом кричит о том, что помогите, да, мне, то есть это как СОС, просьба такая о помощи. Ребенок нуждается в том, чтобы научиться принимать себя самого и свою жизнь, но неразрывно друг с другом связано и невозможно без помощи близких взрослых, естественно, да, и поэтому взрослым, естественно, нужно всегда в голове держать, да, то есть то, что ребенок даже, когда негативно относится к ним, когда резко агрессивно может выступать против них, эмоционально как-то среагировать, это не значит, что он именно на них, да, направляет эту агрессию. Это сейчас вот его сиюминутное такое состояние, когда ему нужна помощь. Да, и дать возможность высказаться, отреагировать, и затем уже, будучи в спокойном состоянии, разговаривать с ним. Ну и возвращаясь и таким образом, да, подводя итог, вопрос о тайне усыновления, да, о ее правовом значении, он всегда, естественно, остается открытым. Невозможно навязать данную, назвать, да, вот эту данную меру тайны усыновления положительной или отрицательной. То есть она несет в себе как вредные, ну, так сказать, можно сказать, отрицательные, да, так и полезные элементы. Однозначно выглядит вывод о том, что данное правовое понятие и его реализация будут трансформироваться и видоизменяться по мере изменения и развития общества. Да, то есть общество, государство, да, какие-то правовые принципы, естественно, они будут регулироваться, будут изменяться в течение времени, но есть еще и семья, да, внутрисемейные отношения, какая-то внутренняя свобода, может быть, так сказать. Я касаемо семьи сейчас говорю, да, касаемо взаимоотношений внутри семьи, климат семьи, вот эта свобода, открытость и освещение, возможно, вот именно той правды, которая будет и станет для родителей спокойствием, да, уверенностью, возможностью строить взаимоотношения на доверии, принятии, да, открытости, как раз-таки и скажется вот на том внутреннем климате и во взаимоотношениях с социумом у ребенка,
как раз-таки от того, что тайна усыновления перестанет быть тайной. Родителям важно понимать, что ребенок ценен и значим именно для вас, да, то есть для семьи. И усыновление является сознательным шагом. И то, что вы все сделали правильно. Усыновление – это такой же естественный, нормальный путь появления ребенка в семье, да, как и его рождение. И поэтому ребенку важно знать свою семейную историю, историю его появления в семье. Жизнь ребенка не начинается с момента усыновления, да, с момента оформления усыновления. И у него так же, как и у всех нас с вами, есть мама, папа, бабушки, дедушки, тети, дяди, да, и другие родственники. Но другой вопрос, что их рядом сейчас нет, да, но знать о том, что они есть и были в его жизни, может, сейчас для него является важным. Да? И поэтому, говоря о том, как сообщить ребенку об усыновлении, важно не забывать, что каких-то стандартизированных методик, да, которые помогли бы с наименьшей болью, переживаниями для вас и вашего ребенка помочь донести эту информацию до ребенка, этих методик нет. Да? И все индивидуально в каждой семье. И поэтому здесь можно только сказать одно, что как можно раньше, да, об этом говорить, а именно в дошкольном возрасте, до пубертатного возраста. Важной и бесценной для родителей и детей является помощь специалистов, да, который сможет в конкретной семье, в конкретной ситуации найти ответ на этот вопрос и, возможно, то решение, которое необходимо именно этой семье. Вот на этом я буду заканчивать. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как рассказать ребенку, да, о том, что он приемный. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всем большое спасибо, что выслушали. До свидания.